Юра, доброго дня и здравия, дорогой брат. Доброго здоровья, Константин. Я очень рад, что ты вернулся с поездки в город своей молодости, там ты где родился. Да, Расскажи, я рад, пожалуйста. что я вернулся на вторую родину. Это моя вторая родина. Я там жил 25 лет, а здесь уже 63 года живу. Так, Что что у тебя нового в нового, твоем мировоззрении? нового то, что я вновь как будто бы возродил на новом витке ту идеологию, которую получил в конце прошлого века, прочитав книгу, которая на меня очень огромное влияние оказала. Это «Звенящие кедры России». Она специально была дана для того, чтобы подготовить, как я сейчас понимаю, нас, людей, к тому, что нам предстоит. Мы сегодня, опять же, как я понимаю, подошли к такому периоду человечества, когда идеология вроде как бы у нас особой нету, у нас была величайшая идеология советская. Сейчас капиталистическая. А что такое капиталистическая? Это деньги. А деньги у нас русские, воспринявшие советскую идеологию, как бы считают это не главным. А главным все же веру в светлое будущее. И вот вера, которая в светлое будущее, лучше всего изложена в той книге, о которой я говорю. Это «Звенящие кедры России». И сегодня как я понимаю, эта книга является одной из самых значащих книг, которая готовит людей, наше сознание, и советую всем прикоснуться к ней и понять, кто мы, откуда мы и что нас ждет впереди. И вот одно из кратких впечатлений об этой книге и о том, что нас ждет, изложил один благодарный человек, прочитавший и вобравший в себя эту идеологию, и ему пришли такие строки, в частности, назвал он их «Звенит, звонит, звенит, звонит». Кедровый бор. Итак, пахнуло кедрами Сибири, смолистый запах у лица, и в пол земли таежной шире тайга, как песня без конца. Здесь кедры стражами покоя энергию земли хранят. Для светлого души настроя звенят и людям говорят. Средь нас живет Анастасия в духовной чистоте лесной. Здесь сберегается Россия душевностью людей святой. Она шлет мысли, дел призывы в божественный высокий путь Велеса, Кришны, Рамы, Шивы, Христа, Аллаха, Будды суть. Святые мысли, логос звездный в России, древней чистоте. Летят метелицей морозной, зовут идти к души мечте. Для всех идущих существую. Все силы светлые со мной. И пробуждение тем дарую, кто к Богу не стоит спиной. К Руси святой склонись в поклоне. К богам родным, кто нас творил, в кедровом неумолчном звоне, кто свет, любовь боготворил.
Так повернитесь, россияне, душой внимайте к небесам. На реках Оби, Лени, Яне живет России Божий храм. Взойдите ж на дороге света, на КСП высокий путь. Ждем ваших целей, дел ответа, к родным богам, чтобы Русь вернуть. Энергии космоса хранитель, звенящий кедр в тайге тех ждет, кто любит Русь, как Бог-спаситель, кто сердцем для других живет. Будь в мире и любви к природе, живи по совести без лжи. Черпай свет мудрости в народе, другим путь к свету укажи. И тех зовет Анастасия мою энергию принять, чтоб силы светлые, благие смогли идущим помогать. Зовут всех кедры в путь надежды к божественности, красоте. Проснитесь, люди, откройте вежды и в путь к другим, к души мечте. Подвижникам, всем пробужденным открыт космический простор, идущим ввысь объединенным звенит, звонит кедровый бор. Отлично. Отличное умозаключение. Так, автор кто этих стихов? Автор, как всегда, небеса. Это есть тот, кто нас послал сюда, это есть Бог. Отец Абсолют или высший космический разум, его по-другому. Спасибо, брат. Да.